приготовлена вот из такой лапшички. Суп азиатский. Блюдо универсальное. Должен понравиться представителям всех стран Юго-Восточной Азии, рассказывает директор комбината питания «Сергелях» Наталья Слепцова. Судя по составу, первое не сильно походит на заморскую еду. По сути дела, как бы наш якутский суп с вермишелью практически, да, получается. Единственное, здесь макароны и грибы. И, соответственно, конечно, все блюда, они чем отличаются от наших? Тем, что в основном остротой и специями. Если к кухне ближайших соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону повара привыкли, то про гастрономические привычки индийских гостей такого не скажешь. Представители страны слонов питаются специфично, но выход есть. Будет организовано по Zoom. Видом это шведский стол, который сегодня здесь представлен нашим глубоко уважаемым комбинатом питания «Сергелях». И комплексное меню. Это меню, которое будет включать в себя тоже набор блюд, которые будут предложены нашим участникам мероприятия. Журналистам представили меню шведского стола, где широкий выбор первых и вторых блюд, а также обилие фруктов и овощей. В такие моменты мы, журналисты, свою работу любим больше, хочется сказать. При выборе блюда я исходила из названия «мясо по-арабски». Мне кажется, достаточно экзотическое блюдо, и, судя по количеству, коллегам понравилось. Мы тоже попробуем. В студенческом городке, который во время проведения игр превратится в олимпийскую деревню, будут питаться 2600 спортсменов. Меню составлено с учетом всех национальных особенностей кухни. Наши участники не останутся голодными. До начала детей Азии осталось чуть больше месяца. А пока кулинары привыкают к новым рецептам и экзотичным ингредиентам. Айна Винокурова, Илларион Федоров. Вести.